За 3 дня в Башкортостане утонули 6 человек. Спасти удалось 3, в том числе одного ребенка. Об этом мы говорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Елена Хуснудинова, начальник отдела Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Произошло за минувшие выходные сразу несколько происшествий, но это вполне логично, все они на воде, потому что жаркая погода, естественно, люди ринулись к водоемам. Какие самые, вопиющие случаи? Да, к сожалению, так. С наступлением жарких дней жители и гости Республики Башкортостан отправились к прохладным водоемам. Так, 5 июля текущего года городской округ город Уфа в районе Дудинской переправы на реке Уфа очевидцами была спасена девочка 2016 года, но спасателями поисково-спасательной группы была извлечена женщина 1986 года рождения. Это ее мама. Обстоятельства гибели. Мама с дочкой пошли купаться в необорудованном для купания место, заплыли на глубину, начали тонуть. Очевидцами был спасен ребенок, но маму, к сожалению, не удалось спасти. Мама утонула. Получается, девочка осталась сиротой. Мне кажется, не стоил такой заплыв жизни мамы. Аналогичный случай, я так понимаю, произошел и на реке Урша, где дедушка спасал внука. Все правильно. 3 июля, получается, деревня Королева, река Уршак. При попытке спасти своего внука дедушка 1954 года утонул. Мальчика, к счастью, удалось спасти, но дедушка утонул. Вот главные причины этих трагедий. Купание в необорудованном месте. Главные причины. То есть, если человек решил все-таки искупаться в необорудованном месте, он должен понимать, что это может ему стоить целой жизни. А жизнь и здоровье – это самое главное для нас, для всех. Но я знаю, что есть еще и несчастные случаи, произошли именно с водными аттракционами, да, это всевозможные плюшки, бананы и так далее. Вот сейчас это все легко доступно, и произошел ряд происшествий. Да, все верно. Получается, Караидерский район 4 июля спасателями было извлечено тело мужчины 1976 года рождения. Накануне, 3 июля, в Караидерском районе он катался на водном аттракционе «Банан» буксируемым гидроциклом, ударился об пирс и утонул. Вот эти все водные аттракционы, бананы, водные диваны, они крайне опасны для жизни и здоровья людей. Также 4 июля в Мелеузовском районе, Ногушское водохранилище, недалеко от базы отдыха «Березки», также 3 мужчин катались на водном диване. Он также был буксируемым гидроциклом при огромной скорости. Вот эти все водные, получается, аттракционы, у них непредсказуемая траектория. Эти мужчины ударились об пирс и получили компрессионные переломы. В чем опасность этих водных аттракционов? У них, как я сказала, непредсказуемая траектория, у них развивается большая скорость. Вот эти так называемые водные ватрушки, диваны, они, получается, когда катаешься на них, при любом волнении воды, вот рядом, если проходит маломерное судно, катер, они могут перевернуться. У них также нет амортизации, то есть они не могут как-то вот остановиться, они жестко привязаны инерцией, и вследствие чего человек может получить достаточно серьезные увечья. Спасательные жилеты приходят на выручку? Обязательно. Спасательные жилеты приходят на выручку, но здесь я хочу сделать внимание и акцент на том, что есть спасательные жилеты и есть... У них стандарты бывают разные, я правильно понимаю? Они по ГОСТу, да, все верно. Они должны соответствовать ГОСТу 2019 года. Это спасательные жилеты. Это спасательный жилет рассчитан на то, что человек не умеет плавать. То есть он вас в любом случае, этот спасательный жилет, поддержит. А есть страховочный жилет. Страховочные жилеты, они, получается, бывают даже дешевле вот обычно на маркетплейсах, но они предназначены для людей, которые умеют плавать и просто вот немножко поддержать. То есть человек должен понимать, когда покупает на маркетплейсах, либо в каких магазинах, есть отличие спасательного жилета, который должен сделать по ГОСТу, есть просто страховочные жилеты, которые рассчитаны на людей, подчеркиваю, которые умеют плавать. Елена Валерьевна, итак, вот основные причины вот этих вот трагедий. Ничего нового нету, получается купание в необорудованных местах,
Также есть у нас случаи, как при купании в состоянии алкогольного опьянения. Ни в коем случае нельзя оставлять ни на минуту своих детей, даже они находятся рядом с вами в спасательных жилетах или в спасательных кругах. Купаться только в разрешенных местах. И Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан подчеркивает, что вот эти все водные аттракционы, они являются опасными для жизни и здоровья людей. Прежде чем ты сядешь на такой аттракцион, подумай, нужно ли тебе это и может стоить тебе жизни. Ну вот часто родители говорят, я был с ребенком, я за ним смотрел, но вот ребенок, к сожалению, утонул. Что происходит вот в эти последние секунды? Ребенок тонет тихо, за 1 минуту, буквально рядом с родителем. Маленькие дети не умеют реагировать так, как показывают нам в фильмах. Что они не кричат о помощи, не зовут на помощь, они просто тихо и молча тонут. Буквально достаточно 1 минуты, и уже, получается, происходит чудовищная трагедия для нас, родителей. А вот вроде бы человек умеет плавать, уверенно держится на воде. Это гарантирует безопасность? Конечно, нет. Так обычно все говорят, вот я умею плавать, со мной ничего не случится. Но, как правило, получается, сейчас жаркое солнышко, вода прохладная все равно. Когда человек там бывает долго на солнышке находится, заходит в воду, может произойти судорога. Человеку просто элементарно может стать плохо, из-за чего он может, получается, отключиться и просто утонуть. Пьяный человек в воде. Это приговор? Вода любит пьяных. Вода очень любит пьяных. И если человек выпил, то очень большой процент того, что этот человек утонет, просто возрастает в разы в геометрической прогрессии. Что делать, вот если мы видим компанию на пляже уже навеселе? Сразу звонить МЧС? Вот как быть? Можно позвонить даже просто элементарно в полицию. Да, я понимаю, вот я была как раз на выходных на рейдах по Уфе. Я посмотрела пляж Солнечный, там чуть повыше собираются как раз компании. Подходишь к ним, спрашиваешь, ну почему вы здесь собрались? У них рядышком у всех баночка пива. Он говорит, ну вот мы рядом же как бы с пляжем, вот как бы вроде и спасатели и смотрят за нами. Я говорю, вы понимаете, вот здесь вот вода точно такая же. Ну зайдите вы на пляж, ну посидите если. Или они говорят, мы не купаемся. Я говорю, ну раз не купаетесь, ну сядьте тогда на пляж, просто посидите, позагорайте хорошо, раз вы не купаетесь. Также люди у нас любят жарить шашлыки, начинают пить спиртное, это вот чуть подальше пляжи Солнечные, распивать спиртные напитки, просто-напросто не смотрят за своими детьми, и это, к сожалению, приводит к большим трагедиям. Елена Валерьевна, вот человек начинает тонуть, и вот предыдущие случаи, о которых вы рассказывали выше, естественно, что делают в первую очередь люди? Большинство, да, разумных, мы об адекватных людях говорим, они бросаются на помощь. Правильные действия? Правильные действия закричать и попросить о помощи, чтобы как можно больше людей это услышало, когда ты видишь, что человек тонет. Потом, получается, надо ему что-то такое спасательное бросить, например, даже можно свою одежду, какую-то палку, либо какую-то веревку, но в принципе подойдет даже твоя одежда, чтобы человек мог ухватиться и его вытащить из воды. Если ты близко подплывешь к человеку, человек может просто-напросто тебя утопить. Он выйдет из воды, а ты утонешь. К сожалению, таких случаев тоже очень-очень много, когда люди как бы спасали, но эти как бы спасуемые сами тебя люди тонули. Поэтому очень надо быть осторожным, сразу кричать о помощи, чтобы другие люди, какие-то более сильные, может быть, мужчины, потому что мужчины более крепкие получаются, чтобы они помогли. Что делать в эти дни, особенно жаркие, когда особенно все тянутся к водоемам? И я понимаю, что эти правила уже вот мы не раз с вами озвучивали, но они все написаны вот кровью человеческой. Они написаны все кровью человеческой. Безопасность человека прежде всего в руках самого человека. Прежде чем ты пойдешь на необорудованное место купания, на необорудованный, так скажем, пляж, в котором, как все говорят, а там все купаются. Все там 1000 лет купаются. Но ты должен понимать, в случае чего, если тебе станет плохо, по твоим каким-то физическим параметрам, по здоровью, не окажется рядом спасателей, которые тебе помогут и окажут тебе помощь. Да, вот последний случай, получается, девочку спасли очевидцы, но так бывает, что и очевидцы не находятся просто. Бывают просто равнодушные, к сожалению, люди. Поэтому, прежде чем, сейчас жаркая стоит погода, уважаемые жители гости республики, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает, что купаться
Купаться нужно только на пляжах и в организованных местах для купания, чтобы лето это прошло с пользой для жизни и здоровья, а не для того, чтобы были трагические случаи. Ну и обязательно, наверное, в трезвом состоянии. Это обязательное условие, да. Вода не любит алкоголь, поэтому не стоит пренебрегать этим правилом. Это правило номер 1. Вот мы с вами говорили, что у нас произошло за 3 дня это фатальное количество происшествий, где утонули 6 человек. Вот это действительно стечение обстоятельств или в большинстве случаев виновата вот человеческая халатность? В большинстве случаев это человеческая халатность, потому что люди опять идут куда им ближе, куда им удобно, им просто-напросто наплевать. Когда рассматриваешь вот эти все случаи, да, что произошло, как произошло. Вот буквально рядом есть пляж. Вот как я про Солнечный рассказывала, вот буквально несколько метров. Но они все равно вот считают, а вот здесь вот получше. Ничем не лучше. Вот здесь на пляже спасатели, дно почищено. Можно обратиться к спасателям, помогут тебе, да, даже какую-то первую помощь оказать. Все есть, но жители все равно как-то вот по своим каким-то слабые, получается, культура безопасности поведения на воде. Все равно пытаются в каких-то кустах где-то что-то отдыхать, что и приводит к трагическим случаям. Но не во всех муниципалитетах есть ведь места для купания. Во всех почти муниципалитетах есть пляжи и организованные места для купания. То есть организованное место для купания – это место, в котором тоже очищено дно, есть спасатель, получается, и там люди, как мы с вами говорили, вот годами купаются. То есть вот это излюбленное место, традиционное место для купания, которое стало теперь безопасным, согласно программе правительства Республики Башкортостан. Елена Валерьевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Еще раз напомнили о правилах поведения на воде, особенно вот в эти жаркие дни. И еще рассказали о том, что причина в основном это человеческая халатность и безалаберность. Все верно. Пожалуйста, купайтесь только на оборудованных пляжах. Жизнь и здоровье ваше и здоровье детей важнее всего на свете. Берегите себя и своих близких. Спасибо. Это была программа интервью о безопасности на воде. Говорили сегодня с Еленой Хуснудиновой, начальник отдела Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Спасибо, что были с нами.